На международную конференцию собрались представители конституционных судов таких стран, как Армения, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина и других стран. Конституционное наследие и роль конституционного правосудия в формировании правового демократического государства – тема конференции. Участники обсудили вопросы, связанные с глобальной трансформацией общественных отношений в контексте цифровизации, угроз военных конфликтов и других актуальных вызовов. Это наследие отражает коллективную мудрость, полученную в результате борьбы за права и свободы человека и демократическое управление. В начале с приветственной речью выступил председатель Конституционного суда Эмиль Ускумбаев. Конституция В эпоху перемен и вызовов стабильность и дальнейшее развитие возможно только на прочной и надежной конституционной основе. За 3 десятилетия Кыргызстан прошел очень сложный путь, и основной закон сыграл ключевую роль в установлении основных принципов правового государства. В защите прав и свобод человека и гражданина, а также в обеспечении принципа сдержек и противовесов. С принятием в 1993 году Конституции на первое место выходит человек. Значимость, ценность каждого человека, его прав и свобод, которые утверждены были Конституцией. Вот в 1993 году принципы построения государственной власти, взаимоотношения между ветвями власти, демократические, либеральные принципы, которые были утверждены Конституцией, они сохраняли на протяжении всех изменений по сегодняшний день. Как отметили специалисты из-за рубежа, Конституционный суд Кыргызстана выносит качественные решения. Это говорит о том, что основной закон сегодня отвечает современным требованиям. Конституционный суд Кыргызстана – это очень молодой суд, давайте так скажем. Хотя его история, в принципе, исчисляется более 30 лет, но о Конституционном суде конкретно можно говорить последние 1,5 года. Я хочу сказать, что динамика очень хорошая. Конституционный суд выносит очень хорошие решения, он выносит много решений. И это говорит о том, что перспективы развития конституционализма в Кыргызстане очень обнадеживающие. В ходе мероприятия высоко оценили основной закон Кыргызстана и представители Венецианской комиссии. Учитывая выступление председателя Конституционного суда сегодня и учитывая выступления моих коллег, я думаю, что Конституционный суд уделяет очень большое внимание соблюдению прав кыргызских граждан, и для этого изучается, организуются эти конференции, заслушиваются доклады других членов Венецианской комиссии, других членов европейских конституционных судов. С 2004 года все мы знаем, Кыргызстан является членом Венецианской комиссии, и даже заключение по Конституции Венецианская комиссия давала заключение по тем нормам, которые содержит Конституция, и давала свое заключение по обоснованности принятия данной Конституции. Роль Конституционного суда в Кыргызстане очень велика, ведь именно он обеспечивает верховенство и прямое действие Конституции, незыблемость основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Роль конституционного правосудия очень большая в том, что какое государство будет выстроено в нашей стране, потому что от самой интерпретации нормы Конституции, потому что нормы Конституции могут быть общими, да? Не все могут понимать смысл этих вещей, но Конституционный суд – это именно тот профессиональный орган, который может распаковать эту норму и дать направление законодателю, который должен на основе этой интерпретации принимать правильные законы. А эти правильные законы еще и будут правильно исполняться, то мы быстрее будем идти в сторону правового демократического государства. В рамках международной конференции состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между конституционными судами Кыргызстана и Узбекистана. Этот документ направлен на взаимовыгодное сотрудничество и обмен информацией по судебным решениям. Отметим, что сегодня подобные меморандумы подписаны с такими странами, как Россия, Латвия, Таджикистан, Азербайджан и Молдова. Между нашими судами и по сей день очень хорошие, тесные контакты, дружественные контакты. Мы продолжаем те традиции, которые заложили наши президенты. И, естественно, Конституционный суд, суды тоже к этому стремятся. И этот меморандум направлен на улучшение наших отношений, на укрепление наших отношений. Я думаю, это будет играть существенную роль в развитии конституционного судопроизводства, верховенства закона, верховенства Конституции нашего государства.
В обмене опытом представители Конституционного суда Узбекистана заинтересованы именно по вопросу работы с гражданским обществом, поскольку Кыргызстан – одна из многих стран, где осуществляется прием заявлений от граждан. Очень большой опыт Конституционный суд Киргизии накопил за это время. Например, конституционная жалоба граждан очень интенсивно работает в этом направлении Конституционный суд. Такой институт мы сейчас тоже думаем ввести законодательство Республики Узбекистан. Изучаем опыт. Вот, естественно, сегодняшняя встреча тоже направлена на изучение опыта других стран, потому что здесь вы послушали сегодня несколько председателей конституционных судов европейских стран, там очень большой опыт накоплен. И мы стремимся принять у них самые положительные моменты. На конференции был представлен опыт органов конституционного контроля зарубежных стран по продвижению конституционных ценностей в обществе. Международная конференция стала плодотворной площадкой для обмена опытом и развития диалога между представителями Конституционного суда разных стран. Такие мероприятия важны для укрепления правовой демократической системы не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Кундуз Кадатаева, Мармалашев, Алату 24, Иссыкульская область.